мы до сих пор думаем, что IT это сложно, хотя мы уже давно в IT. Білім гауһартас, бағасы жоқ, надандық кесел, дауасы жоқ дейді. Он себя корит, он еще в стрессе, и он еще болеет, еще хуже. Получается, IT это не дань моды, а здоровая необходимость. Да, я верю, что Казахстан может быть новой столицей IT, да, как Силиконовая долина. Армысыздар, аса құрметті достар, аса құрметті қазақ жұрты. Армысыз, аса құрметті Ғалымбек мырза, қош келдіңіз. Қош келдік, рахмет. Ғалымбек мырза бұл кісі Академика Courses мектебінің негізін қалаушы, Microsoft'тың сертификацияланған тренері, жалпы IT саласының үлкен беделді маманы болып саналады. Қош келдіңіз, рахмет. Сіздің шет мемлекетте, батыс өркениетінде көп тәжірибе алғаныңызды білеміз. Дәл бүгін біздің тақырып адамның жеке өзін-өзі дамытуы, өзін-өзін басқаруы сол жөнінде болады. Мысалы, батыс өркениетінде celebrate the small successes деген сөз бар. Personal report деген бар. A letter to myself деген бар. Жалпы адам өз-өзіне есеп беру деген мәдениеті бар. Күнделікті дамуда, басқаруда өзін уақытын. Енді дәл осы ұғым Абай Құнанбайұлы 15-ші қара сөзінде айтып өткен. Осы ұғымды ол кісі айтады: егер есті кісілердің қатарында болғың келсе, күніне бір мәрте, болмаса жұмасына бір, ең болмаса айында бір өзіңе өзің есеп бер, немесе өзіңнен өзің есеп ал дейді. Жалпы өз-өзінен есеп беру, өзінен өзі есеп алу қаншалықты маңызды? Ол туралы сіз өз жеке тәжірибеңізде соны қолданасыз ба, қолданбайсыз ба? Сол туралы айтып өтсеңіз. Өте керемет сұрақ. Негізінде біз көбіміз мысалы бір жұмыс жасаймыз, бірақ оның барысында возможно такое, что мы забываем наши цели, наши какие-то задачи. То есть мы, допустим, мысалы мен өзім фитнеске барам, бір мысалы 3 ай 6 ай фитнеске барып жүрмін, бірақ в один момент я задаю себе вопрос, не үшін мен вообще фитнеске барып жүрмін. То есть какая основная цель моя, да, была? Негізі менің мақсатым ол, например, похудеть, да, и вот такие вещи. И как только я понял, что вот отдаю себе отчет, что, оказывается, негізі мақсатым вообще другой болған. Поэтому, да, это очень сильно важно, потому что мы в процессе жизни, в процессе других задач, мы забываем основные цели, основные задачи. Даже у студента бывает такое, что, мысалы, бір студент келеді академика, оқуында бастайды, бірақ оқу барысында уже там, допустим, параллельно үй бар, жұмыс бар, басқа проекттер бар, и уже оқуды полностью забывает и забивает. Да? Поэтому это очень важно, постоянно себе задавать вопрос, каждый день, с утра, допустим, мен не үшін, мысалы, қазір жұмыс істеп жатырмын, қандай мақсаттарым бар, какие вообще у меня в жизни приоритеты дегендей. Вот осы сұрақтарды негізінде постоянно өз-өзінен сұрау керек. Ол қандай қағаз жүзінде бола ма, әлде кәдімгідей қағазға жазу керек па, әлде видео отчет жасау керек па, қалай болады ол? Мысалы, инструменті бар ма, бір құралы? Мысалы, мен лайфхакым, это мен холодильникке осы бүкіл пландарым, жылына пландарымды жазып қоям полностью. Мысалы, допустим, там, квартира алу, либо машинаны алу, либо, допустим, бір новый инструмент үйрену, да, аналитика данықтан, немесе дата сайенстан, либо новый курс жазу, сондай бәрін жазып қоям холодильникке. И күнде, мысалы, тамақ ішіп жатқанда полностью күнде көріп тұрасың оны. То есть каждый день ты видишь и такой думаешь, правильно ли иду ли я, неправильно иду, это вот то, что сейчас делаю, имеет смысл или не имеет смысл дегендей, связано ли с этими моими задачами. То есть бір блокнот бар,
сол блокнотқа мен жазып тұрамын, например, қандай действиялар керек именно для того, чтобы выполнить эти задачи, да. И плюс холодильник бар, көріп тұрасың постоянно. Ал канбан бір доска или треллода жұмыс жасамайсыз ба? Жоқ, оны потому что мен жасадым, бірақ сосын оған қарамай қаласың. То есть, потому что, мысалы, менде постоянно телеграмда студенттер бар, потом, допустим, академика, жұмысшылары, потом, допустим, мой партнер, там, семья и так далее. И получается, в конце дня уже не хочется смотреть в телефон, уже шаршап кетесің в итоге. Поэтому надо как-то лучше физически записать, где-то, допустим, может, в спальне повесить. Есть, я знаю, люди, которые вот прям на потолок вешают некоторые свои цели, чтобы они не забывали про них. Психолог бар, американдық болу, қателеспесем, Бенджамин Харди деген кісі. Ол кісі айтады, адамның жалпы мінез құлқы ол өзінің өмірден өткен тәжірибесіне сай дейді. Көптеген адамдар айтады ғой, мысалы, сізді кездесетін шығар, финансы не мое деп ше, мысалы, есеп қисап менікі емес, немесе бір кәсіппен, бір бизнеспен айналысу менікі емес, менің табиғатым, тұла бойым, туа бітімім ондай емес деу мүмкін ғой. Мысалы, менің тарихымда ондай нәрсе болмаса, егер кәсіпкерлікпен айналысқан ата-анамды көрмесем, мен ондай болға табиғатым келмейді деген қате деп тұр. Енді осы жөнде Абай Құнанбайұлы 37-ші қара сөзінде, қателеспесем, айтады, егер мен закон қуаты қолымда бар кісі болсам, адам мінезін түзеп болмайды деген кісінің тілін кесер едім дейді. Яғни біз өзіміздің дағдымызды, өзіміздің мінезімізді, өзіміздің тұла бойы табиғатымызды өзгертуге тиіспіз, заман ағымына сай деп мен ұқтым. Сіз ол туралы қалай ойлайсыз? Мен де дәл солай ойлаймын, то что адам, мысалы, әрине, если, допустим, в семье не было бизнесменов, и, конечно, баласы солай да ойлайды, бизнеспен айналысу қиын, бизнеспен айналысу там проблема, там, кредит, и так далее, и так далее. То есть, мне кажется, что любой человек может измениться в зависимости от окружения. Окружение жақсы болса, которые, допустим, занимаются разными крутыми идеями, стартап, там, бизнес, финансы и так далее, то, конечно, сол адам осы ортада по-любому дамиды и соған жақын болады, да? Поэтому окружение это очень сильно важно. Даже любой бизнес-тусовкаға барсаңыз, оларда бәрі айтады, первое это окружение. Всегда окружение. То есть, если окружение жақсы болса, которые вот зарабатывают больше тебя, они зарабатывают там он X кубрик, то ты, скорее всего, очень скоро будешь зарабатывать примерно как они. И на своем личном опыте я это тоже понимаю, что, допустим, мен өзім КТЛ-де оқыдым, Қазақ-Түрік лицей Асланда, и біздің ортамыз өте сондай, қалай айтсам, они хотели стремиться к чему-то лучшему. Күнде, мысалы, бәріміз IELTS тапсырамыз, SAT тапсырамыз, немесе там крутой универге түскіміз келеді, да? И сол ортада сен по-любому тоже олармен бірге дайындаласың, олармен бірге там футбол ойнайсың, тамақ ішесің и так далее. И сол энергетикадан аласың. Поэтому я думаю, что да, любой человек может измениться. Конечно, допустим, если мы возьмем человека, которому 40 лет, или 50 лет, или там 60 лет, да, которые уже взрослые, то әрине оған кішкене қиын болады өзгеру, да, то, что это, очень сложно вот уже в взрослом возрасте что-то изменить, какие-то мысли. Но это тоже возможно, если будет какое-то шоковое состояние, да, Владу, допустим, человек попал в аварию, да, и он больше никогда не садится там за руль. Таких ситуаций очень много. Либо, допустим, он там, не знаю, человек курил, у него появился рак, и он там все бросил и начал заниматься спортом, спорт. Такое тоже возможно. То есть я верю, что любой человек может измениться, любой психотип, да, любой... это наши ограничения в голове. То есть мы думаем, что вот, допустим, это проблема, это сложно, тяжело. На самом деле нужно просто найти таких друзей, либо родственников,
либо окружение заплатить кому-то, чтобы он тебя обучил, либо помог, подсказал. Я думаю, что да. Как бы человек, не имеющий никакого опыта в сфере финансов, IT, стал успешным в этой сфере. Да, конечно, таких кейсов очень много. У нас на курсе люди, допустим, был очень прикольный кейс, когда у нас студентка, она училась на психолога, психолог по получается, и она устроилась в 2GIS, как маркетинговый аналитик. Да, такой кейс есть. Есть кейс, где у нас был студент, который занимался семейным бизнесом, агро, то есть там прям реально семейный такой большой бизнес, и он стал там аналитиком данных в банке. То есть он ушел из семейного бизнеса, пошел работать в банк. То есть таких кейсов очень много, и мне кажется, это просто... Тут я еще добавлю, что мы до сих пор думаем, что IT сложно. Да? То есть мы до сих пор думаем, что IT это сложно, хотя мы уже давно в IT. То есть у нас приложения, да, Каспий, там банки крутые, там, не знаю, другие классные приложения. Все это уже мы давно в IT. То есть Яндекс, да, элементарно такси, доставка, уже Юншпаймс, да, даже, чтобы там Ахчушин и так далее. Поэтому, мне кажется, это вот люди до сих пор не понимают, что IT-эра уже давно она наступила, и мы не успеваем за ней. Да. Допустим, если посмотреть на другие страны, как СНГ, элементарно, там, Украина, Россия, другие страны, уровень прохождения собеседований намного выше, чем у нас. То есть на собеседованиях задают очень сложные вопросы. Допустим, Казахстанда алсақ, біздің собеседованиялар, мысалы, қалай өтеді, они очень-очень просто. SQL білсең, Power BI білсең, болды, келе бер. То есть примерно сондай. Если хотя бы базовый SQL запрос білсең, базовый Power BI мен там график любой істей алсаң, сен уже тебя берут и нормальная зарплата берет. А мысалы в СНГ такого нет. Да? То есть ты должен прям 2 сағат, 3 сағат сенде собеседование болады, сосын келесі адаммен тоже собеседование болады. То есть там уже реально серьезная конкуренция есть. И как бы вот я думаю, что да, у нас очень много кейсов, где вот студенты меняются и становятся айтишниками. Получается, IT – это не дань моды, а здоровая необходимость. Да, IT – это 100% это необходимость. Без IT мы уже не можем жить. И плюс есть… Недавно смотрел такой фильм, как «Создатель». Может быть, смотрели «Создатель». Там это вроде бы китайцы сняли с американцами вместе. Там, где была эра уже искусственного интеллекта. То есть там был пример такой, что есть люди живые, есть искусственный интеллект, тоже роботы, которые сами по себе живут уже. И искусственный интеллект развился до того уровня, что у них уже есть эмоции. У них уже есть эмоции, то есть реально есть люди. И там такой был интересный фактор, что был робот, который к себе взял, приютил к себе ребенка, да, робот. А потом во время войны вроде бы этот ребенок умирает, там его как-то убили случайно. И этот робот-мама, она плачет и тупо себя убивает тоже. То есть у них тоже уже есть эмоции, и, возможно, это реальность. Возможно, что это уже новая реальность. Или даже, допустим, другой пример, как 3D VR очки. Может быть, одевали. Там, когда одеваешь, как Counter-Strike, бегаешь, регулируешься, там, атасын. И та реальность, которую я вот одевал, уже ищет баран. И там вот уже все. То есть это уже реально виртуальная реальность. Поэтому, как вот у Марк Цукерберг в Фейсбуке, да, в Мета, они тоже постоянно продвигают свои очки. И там уже они смогли провести подкаст через VR-очки. То есть, допустим, люди в 2 разных городах находятся в Штатах, они одели VR-очки, настроили микрофон, и у них было ощущение, как будто бы они находятся в подкастной студии. Даже такое уже есть. То есть, я думаю, что в будущем это будет очень популярно, снимать подкасты просто из разных городов, потому что людям же тяжело ехать в разные города. Вот. Нам это грозит? Я думаю, что да. А скорость интернета? Скорость интернета, да, тут, конечно, проблема. Постоянно приколы насчет того, что у нас интернет слабый. Да даже в Астане, вот мы сидим в центре Астаны,
на Кунаева, возле Байтерека. И даже у нас постоянно проблемы с интернетом мобильные, на компьютере Wi-Fi тупит. Там у нас сотрудники, они же по телефону звонят все. И это через интернет у нас получается связь. И там тоже постоянно какие-то проблемы. То есть, конечно, да, мы очень медленно развиваемся, но я думаю, что потихоньку это будет развиваться. Жүсіп Баласағұни деген біздің бабамыз бар. Барлығы білетін шығар ол кісіні. 1065 жылы дүниеге келген. Бұрынғы түрік қағанатының орнында қалыптасқан Қарахан мемлекетінің мәдени орталығы Қашқар қаласында өмір сүрген. Сол кісінің 18 ай жазған 85 томнан тұратын Құтты білік атты дастаны бар. Сол дастанында мынандай сөздер келтіреді. Білімсіз кісі, кісінің білімсіз болуы ол ауру. Ол ауруды емдемесе, адам тез өледі дейді. Жалпы білімсіздікті аурумен теңеп тұр. Басқа да қазақтың сөзі бар. Білім гауһар тас, бағасы жоқ. Надандық кесел, дауасы жоқ дейді. Бұл жерде де білімсіздікті кесел аурумен салысып тұр. Сіз ол жөнінде не айтасыз? Біздің қазір сондай ғасырымыз, білімсіз, уже сен мысалы ешқандай жұмысқа тұра алмайсың, да? Либо ешқандай қоғамға бір пайдаң жоқ, да, потому что это все упирается в знание. Да, мысалы, мен даже інім бар, ол қазір кеше Польшаға ұшып кеткен оқуға, ол да қазір айтишник болайын деп жатыр. Неге IT? Опять-таки, өзімнің әсерім бар, то, что я ему советовал, вот учись, жұмыс істеме, ну, учись, да, то есть самое главное, чтобы мы получали какие-то качественные знания, да. Очень много было кейсов, где, когда я учился в Турции, у меня были ребята со мной, которые тоже учились, Анкарада, они учились и работали еще. Это тяжело. То есть, когда ты учишься и работаешь, ты уже забиваешь на учебу, да, то есть, ешқандай информация алмайсың, просто өтіріктен үй жұмыс істейсің, в итоге 4 жылдан кейін сенің ешқандай білімің жоқ, ешқандай там идеяң жоқ, там бизнеске либо стартапқа и так далее. И поэтому, да, я тоже всем советую постоянно обучаться, постоянно учиться, потому что у нас такой век, где без знаний уже, то есть, раньше можно было там купить-продать. То есть, мысалы, там купил в Китае, продал в Казахстане, сделал наценку, все, полда. Но уже сейчас такая эра, где есть такие понятия, как маркетинг, где есть операционка, где есть продажи, где есть менеджмент, да, как вот вы сказали. То есть, тут очень много разных сфер, да, есть, которые соприкасаются между собой, и просто купить в Китае, продать в Казахстане уже не работает. То есть, нужно включать голову, нужно изучать рынок, нужно понимать, кто твои клиенты, средний чек, да, как с клиентами по телефону говорить, Инстаграм создавать. То есть, опять-таки, это все упирается в знания, да, то есть ты не можешь просто прийти там, что-то купить, продать или там... То есть, нету таких уже инструментов, как раньше, там, может быть, в СССР, да, где можно было сделать быстрые деньги. Сейчас уже такого понятия, мне кажется, нет, да, таких прям быстрых денег. Сейчас нужно обучаться, будь это бизнес, будь это наука, да, то есть везде требует, чтобы ты знал какие-то, чтобы у тебя были хард-скиллы, чтобы ты умел инструментами работать, как мысалы, CRM, да, чтобы клиентов вести, допустим, там Excel, элементарные вещи, то есть это уже must-have. Это уже ты обязан знать. И плюс дополнительно у тебя должны быть знания реальные, практические, о том, что как, допустим, устроен, там, не знаю, как устроен поток данных, да, или, допустим, вот вы спрашивали, как SQL-база, окей, у нас есть SQL, но как туда загрузить данные, да, правильно, ежедневно, чтобы они сами по себе загружались и так далее. Это тоже, опять-таки, знания. И сейчас очень хорошо платят за знания, да, то есть, что в Америке, что в Казахстане, что там, не знаю, в других странах везде платят очень классно за знания. Даже вот, допустим, в Канаде, если вы хотите получить паспорт в Канаде, да, вы заполняете форму, и там есть топ специальностей, по которым лучше всего принимают. То есть, если вы топ-специалист, там 10 плюс опыта,
в какой-то нише, да, в которой им требуется, то вы легко паспорт получаете в Канаде. То есть это о чем говорит? О том, что Канада выстроила правильную политику по приему новых своих граждан, да, и в будущем они тоже будут классно развиваться, потому что люди умные переезжают туда. Вот, и поэтому это очень классно, что государство развивает онлайн-школы, как вот Астана Хаб. Есть Астана Хаб, который раздает гранты на онлайн-курсы, да, как для академики, для других школ, что развивает в целом образование, развивает конкуренцию между школами, да, и все школы пытаются сделать лучший контент, лучше качественнее уроки, качественнее преподавателей нанять и так далее. И даже в целом мы можем заметить, что очень много школ открывается, новых частных школ становится очень много, которые там по 10-20 миллионов, которые платят за год, их становится очень много. Других школ не хватает, да, то есть мы видим, есть дефицит, то есть люди хотят обучаться, люди хотят реально развиваться. Поэтому это очень классно, что государство так субсидирует, спонсирует школы. Ваше конкурентное преимущество? Наше конкурентное преимущество в том, что, кстати, это я постоянно все спрашиваю, каждый день все спрашиваю, чем мы лучше других. Мы лучше, чем другие школы, во-первых, тем, что мы онлайн, да, это понятно, мы онлайн-курсы. Во-вторых, если мы смотрим среди других онлайн-курсов, то у нас классные видеоуроки по 10-15 минут, да, они недолгие. Я сам проходил очень много онлайн-курсов, покупал, проходил бесплатные, платные. Там есть, у некоторых школ есть по 1,5 часа, по 2 часа зум-звонки, на которые ты подключаешься, и у тебя реально уже голова не работает. Да, это первое, то, что короткие видеоуроки. Второе, то, что постоянно есть практика. Каждый без видео, да, сразу есть домашнее задание для закрепления. Далее есть поддержка кураторов, поддержка от меня и также живые зум-звонки. То есть у нас полностью комплексное обучение. Есть заранее записанные видеоуроки, есть живые зум-звонки, есть поддержка в Телеграме, платформа. То есть все полностью готово. Абай Құнанбайұлы тіл өнері дертпен тең деп айтқан. Бұл дегеніміз шешендік емес, бұл дегеніміз бағанағы инфо-цыгандардың көбейгендігі, әлеуметтік желілерде ақыл берушілердің көбейгендігі, сол жөнінде ма деп ойлаймын мен, бәлкім. Сіз не ойлайсыз ол туралы? То, что қазір көп инфо-цыган бар екен, да, либо көп там ақыл айтушы, там, то, что их много, то, что они развиваются и так далее, это, мне кажется, нормально, неге, да, неге айтайын, потому что мы все идем к Западу, то есть біз бәріміз Америкаға қарап развиваемся, да, а именно, что это означает? Это означает то, что все вот эти инфо-цыганы, все, которые там люди, которые продают там нитку, да, был пример, что девушка одна продавала нитку, и она там заработала очень много денег. Это все упирается на самом деле в то, что мы идем в сторону Запада, и я к этому отношусь нормально. То есть рынок сам выбирает, кто останется жить, а кто умрет. Да, то есть не надо, как бы, знаете, не надо по поводу этого беспокоиться, потому что если есть, допустим, какие-то школы, либо человек, который продает плохие курсы, либо некачественные, то рано или поздно эта школа закроется. То есть рано или поздно эта школа закроется. Либо тот же самый инфо-цыган, который продает курсы по бизнесу, но на самом деле они не помогают, то рано или поздно это все выйдет, да, выйдет наружу, и просто он закроется, да, его компания закроется и так далее, то есть у него будут проблемы. И это просто рынок, который сам выбирает. И в этом-то проблема, что у нас рынок, мы сами не до конца развились, то есть мы не занимаемся самообразованием, да. Почему люди покупают вот эти нитки, которые она привезла, допустим, там с Индии, да, откуда, и люди покупают эти нитки с Индии, там за 1000 тенге, за 2000 тенге, что-то такое. Почему? Потому что у нас люди есть, которые верят в эти вещи. Даже элементарно вы с Алматы, когда в аэропорт Нусесухо, там билборды про что? Про ставки.
Справа-слева все про ставки, ставки, ставки. Даже я вот ехал только что на такси, я еду с водителем, он там гоняет, и светофорный тормоз, и случайно курп ходим, потому что чем он занимается в телефоне, он там телефон открыл, смотрит, и у него там тоже ставки. То есть, как бы, у нас очень большая проблема в том, что мы верим в какой-то быстрый успех, что мы верим в там какие-то классные, крутые вещи, да, и это связано тоже с образованием. То есть, это все связано с образованием, и винить в этом инфо-цыган, кажется, не стоит. Это прикол в том, что у людей есть потребность, да, у людей есть потребность верить в что-то, и эти люди дают им решение. Вот, получи, пожалуйста, нитку и поверь, что у тебя будет все хорошо. То есть они просто выучили хорошо экономику, они поняли, что есть спрос, они дают предложение, и все это решается. Да, конечно, есть очень много людей, которые хотят не только инфо-цыган, а есть очень много людей, которые хотят нашей школы, да, онлайн-школу по IT. Мы до сих пор получаем там в комментариях, люди пишут, что это невозможно, что это там нереально, обучиться IT там, и так далее. И тут уже другая проблема, да, то есть то, что они сами айтишники, допустим, они сами айтишники, уларга қиын болған, да, в свое время обучаться, там тяжело было раньше, и они тоже думают, что там другим тоже будет тяжело, хотя это неправда. У меня тоже был такой кейс, когда я в школе учился, в 11 класста, бізде информатика пәнінен сабақ болған, и там мы изучали C++, вроде бы C++, и представьте себе, я маленький школьник, и маған дали там огромный C++ изучать с преподавателем, который сам не знает особо C++. Да? И, конечно же, я сразу его не полюбил, мне было сложно, мне было неприятно. И у меня тоже был такой осадок, что IT это не для меня, что IT қиын, что IT это вот что-то сложное. Да? И, то есть, люди тоже так до сих пор думают, что это невозможно. И к чему это все веду? К тому, что инфо-цыганы, если они есть у нас, они сами по себе исчезнут, да, если мы будем сами развиваться, и мы будем сами там читать книги, и мы будем, не знаю, проходить какие-то другие курсы, да, хорошие. И они просто сами по себе исчезнут, потому что они не смогут зарабатывать деньги на умных людях, да. То есть это сам рынок решит, мне кажется. Я посмотрел ваш последний рилс. Там вы показываете, что среди ночи там отвечаете на сообщения, обратную связь даете. Ожидание реальности, да. Ну, это же как бы не боитесь, что боком выйдет то, что эмоциональное выгорание? Ну, да, очень классный вопрос. Мы этот вопрос решаем благодаря кураторов, да, то, что бізде тағы екі куратор бар. Қазір тағы еще дополнительный кураторды жалдаймыз, да, именно для дополнительной нагрузки. И мне кажется, что, ну, то есть, я таким образом, когда отвечаю студентам, я на самом деле сам кайфую от этого. То есть, я кайфую от процесса помощи людям, это реально. Я это заметил когда? Я это заметил, когда мы запускали первый поток, самый первый поток в академике, это было 2 года назад, и я начал отвечать на вопросы, и я заметил, что я могу там ночью ответить, там реально поздно ночью, могу там рано утром ответить, в обед, вечером, и мне это доносило больше кайфа, чем, допустим, моя основная работа. Это реально. Почему? Потому что очень интересно видеть, как люди с нуля пытаются выучить сложные вещи, и хочется им реально помочь, да, потому что я думаю, что это несложно, и я знаю, что это несложно. Даже қазір бізде челлендж болып жатыр, 0-дан 30 күннің ішінде аналитик данных болу, да, это новый челлендж, и я знаю, что это возможно, это легко, типа. Я вижу очень много вакансий в HeadHunter, очень много вакансий там на других площадках, и требования очень слабые, и можно легко за 30 дней это все выучить. Если студент будет тоже полноценная отдача болса, то это легко можно все сделать. Как я решаю этот вопрос, который вы спросили ночью, там, днем, это просто я сам по себе люблю отвечать на вопросы, и как бы для меня это не проблема. Окей, я это запомню. Если не будете отвечать, я вам напомню. Этот обрезку сделаю. Хорошо. Этот момент и буду скидывать. Абай Кунанбайұлының
сегізаяқ деген еңбегі бар. Сол еңбегінде айтады: көп айтса көнді, жұрт айтса болды, әдеті надан адамның, бойында қуат, ойында көз, болмаған соң айтпа сөз дейді. Бұл дегеніміз не? Бұл дегеніміз адамдар бізге әртүрлі пікір айтуы мүмкін. Мынау бір мысалы қаржы саласында маман бол, немесе кәсіппен айналыс десе, бірақ сенің қолыңнан келмейді деп айтса, әй қоя салшы, бұл сенің табиғатың емес деген сияқты айтса, біз жұрттың айтқанына сенеміз. Басқа біреудің ойын бағалаймыз. Бірақ Абай айтады, бұл деген әдеті надан адамның дейді. Яғни біз жұрттың пікіріне, жұрттың саған деген айтатын ойына мән бермей, егер алдымызға мақсат қойдық па, соны үйренуіміз қажет дегендей қалып тұр ғой. Сіздің ойыңыз қалай? Мен де солай ойлаймын. Но нужно понимать тоже, что есть разные психотипы, да, то опять-таки возвращаемся к вопросу про психотипы. Вот, допустим, для этого можно задать Галлоп-тест, да, Галлоп-тест, и там есть 34 твоих навыка, 34 способности, и после того, как я, допустим, сдал Галлоп-тест, я увидел, что, допустим, у меня хорошо развито там, обучаться. У меня там есть learner. Learner – это как раз-таки вот топ-5. У меня есть learner. Это человек, который обучается, которому интересен процесс, которому даже не интересен сам результат, а которому интересен процесс обучения, да, расшифровывается вот так, Gallup learner. Вот. И поэтому, да, важно, во-первых, понять, где мы сильны, да, и поставить правильные цели. Иногда бывает такое, что действительно люди, допустим, ставят цели, которые им вообще не нужны. Бывает такое, что, допустим, человек творческий, он, допустим, любит там рисовать картины, он любит там писать стихи, он там петь песни, да, но он почему-то хочет там, не знаю, делать бизнес в сфере там строительства, да, например. Странно, да, он вроде бы такой творческий человек, и поэтому важно понять вообще, зачем мы сюда пришли, какие наши цели, от чего мы кайфуем, да, от чего мы наполняемся, и двигаться в ту сторону лучше всего. Да, конечно, типа, но с другой стороны, есть такой момент, что нужно зарабатывать деньги, нужно кормить семью, нужно, там, у тебя есть дети, их надо в школу возить, и тут тоже такой есть момент, но есть же такое понятие, как кайдзен, да, там, то, что найди то, что тебе нравится, найди то, что ты зарабатываешь, и так далее, и в итоге там у тебя будет баланс. Вот, наверное, нужно придерживаться кайдзена, но я этого еще не изучал, эту методику. В целом, вот я сам чего придерживаюсь, того, чтобы то, что тебе нравится, вот, тем и занимайся. Пытайся заработать денег оттуда, да. Допустим, мне нравится заниматься обучением, я от этого кайфую, и там создал онлайн-школу, да, то есть логическое продолжение. Ну, я имел в виду, что, например, человек никак не сталкивался, да, с вот аналитикой данных, Excel, таблицами, такими вещами, но у кого-то там совет попросил, там, то, что можно ли там, или там, давай я куплю курс. И тот человек сказал, ну, зачем тебе это? И много людей, я думаю, что в том числе и ваши клиенты, в полпути во время обсуждений уже перестают это делать. Да. Что скажете насчет этого? Да, это тоже классный вопрос. Мы его обсуждали на нашем подкасте, да, в Академике. Такое часто бывает. Это нет, не на подкасте, это было на живом уроке, там, когда проводим живой урок. Часто бывает такое, что люди спрашивают советов у тех людей, которые сами не эксперты в этой нише. Мысалы, например, я, допустим, да, пойду спрашивать совета у своей мамы, которая, допустим, не занимается бизнесом, да, очень будет странно. То есть, допустим, я собираюсь заняться бизнесом, иду спрашивать у друга, который бизнесом никогда не занимался. Странно? Это очень странно. И так тоже у наших студентов такое бывает. Они берут, допустим, начинают спрашивать советов у своих друзей, которые никогда не занимались IT, которые думают, что IT это сложно, и навязывают свое мнение, поэтому студенты думают, что да, это сложно. Но мне кажется, тут надо просто находить вот советы, нужно спрашивать у тех, кто в этой нише хотя бы поработал там годик,
да, хотя бы бір жыл жұмыс істеген сол салада, либо IT, либо там, не знаю, там бизнес, либо там маркетинг, да, финансы. Хотя бы нужно, чтобы он имел какой-то небольшой опыт, и у него уже спрашивать, да, и то есть потому что он реально знает, хотя бы что-то знает. А у нас, как бывает, мы слушаем родителей, мы слушаем родственников, слушаем там брата, сестру, друзей, которые вообще сами никогда в жизни бизнесом не занимались, но они думают, что бизнес это сложно, да. Либо там мы спрашиваем советов про то, например, стоит ли им поступать на специальность, да. Очень часто бывает школьники, они же выбирают специальность какую-то себе, там, в университет. Тоже это очень проблема. Многие школьники не знают, куда поступать. Они спрашивают у своих преподавателей, а преподаватели не могут им ответить, потому что они не обучались на всех специальностях. Да? То есть они не знают, кем может быть там, айтишник, кем может быть биолог, кем может быть химик и так далее. Это тоже большая проблема. И да, я думаю, что надо прислушиваться к советам экспертов, да, кто реально что-то знает, и перестать слушать людей, которые вообще никогда этим не занимались. Абай Құнанбайұлы говорит, Абай Құнанбайұлы орысшаға шығарып, Абай Құнанбайұлы айтады, адам баласының ең жаманы талапсыз дейді. Білімдіден шыққан сөз талаптыға болсын кез деген сөздер бар. Жалпы бір нәрсені талап ету, бір нәрсеге ұмтылу, ол жақсы адамдардың қасиеті болып тұр ғой. Бірақ ең жаманы деген сөз талапсыз деп бағалағандығы туралы сіздің ойыңыз қалай? Не үшін? Талапсыз дегеніміз, это у нас то, что он безинициативный, нету страсти что-то делать, работать. Это как, мне кажется, это то же самое, что и жалқау. Да? Талапсыз – это вот как жалқау, который не хочет что-то менять, не хочет что-то делать, действия. Неге, почему талапсыз дегеніміз – это ең жаман қасиет, потому что, мне кажется, это проблема в том, что люди не хотят что-то менять, но ждут каких-то улучшений, у них появляется ложная картинка, да, и появляются проблемы в жизни. То есть, например, очень классный пример, это как ставки, да. Человек хочет поставить ставку, ждет легкого результата, он ничего для этого не делает и ждет, что сейчас с неба что-то упадет. Есть другой еще классный пример, который, может быть, некоторым не понравится. Есть люди, которые там верят в Бога, допустим, да, они религиозные, и они просто верят в Бога и просят какого-то результата, но к этому не делают никаких действий. Да, написал. Они, допустим, читают намаз 5-кратно, они говорят, вот, там, я хочу вот такие-то вещи, пожалуйста, там, помогите, то все. Но при этом они не делают никаких действий к этому. Вот это самое страшное, то есть верить, допустим, в Бога и там просить каких-то вещей, а потом ничего не делать, дома лежать, телевизор смотреть, конечно, таких результатов не будет. Такое тоже очень распространено. Я очень часто видел, что люди, допустим, встречаешься, говоришь, қазір болады ғой, типа, иншалла, там все будет хорошо, там все это все, но человек ничего не делает к этому, да. Поэтому это очень важно, если мы поставим цели себе, мы чего-то хотим, чего-то желаем, надо к этому идти, надо делать, соответственно, действия, шаги, да. Возможно, чтобы сделать эти шаги, может быть, стоит спросить совета у там, друзей, как раз таки, кто уже в этом реализовался, попросить помощи. Да? Тоже очень классный момент, что мы очень редко просим о помощи. Для нас просить помощи – это как слабость. Да? Слабость, как будто мы такие, допустим, просим у друзей там, помощи, да, или там, у родственников, и внутри у нас есть такое ощущение, что как будто мы такие слабые, что мы там беспомощны. Это нет, да, то есть это неправда. Мы часто вот загоняемся в все мысли, что жұрт не дейді, там, адамдар не уйляет, да, и мы начинаем загоняться, и в итоге мы ничего не делаем, как талапсыз да получается. Поэтому это очень, да, это страшная вещь. Когда нет желания что-то делать, что-то изменять, мне кажется, это вот реально приведет к нулю.
Прокрастинация туралы. Прокрастинация, да. Как прокрастинация получается. Даже хуже. Как вы этим боретесь? Прокрастинация. С прокрастинацией я борюсь никак. Я просто даю время этому, да, допустим. Если я, допустим, на что-то забиваю время, то есть не уделяя времени этому, то, наверное, это не важно. Скорее всего, это, наверное, было не важно. И просто я немножко даю время. То есть есть же такое выражение: дай время проблеме, чтобы она сама решилась. Я немного жду, допустим, если есть какая-то проблема, жду, чтобы она решилась, если не решается, туда уже подключаюсь в итоге. То есть мы живем в очень высококонкурентном мире. Для нас, допустим, прокрастинация – это страшная вещь, но нужно, мне кажется, уметь немного расслабиться, успокоиться, что все развиваются в своем темпе, и прокрастинация – это нормальная вещь. То есть если ты решил посмотреть сериал вместо того, чтобы работать, наверное, значит, у тебя энергии нету, и какая разница, если ты будешь работать сейчас без энергии, результат будет плохой, в итоге не знаю. То есть студент – это как, допустим, уроки снимать. Допустим, уроки снимать очень тяжело, и я очень сильно оттягиваю это время, но я понимаю, что я оттягиваю, потому что у меня нет энергии, той мотивации, да, то есть того прилива энергии. И были такие моменты, когда я, допустим, записал урок без энергии, я смотрю урок, заново просматриваю урок, и вижу, что там я вообще уставший, без эмоций говорю, да, и придется по-любому заново переделать. То есть прокрастинация, мне кажется, это нормально. Это нормально. Нужно подождать, набраться энергии и потом уже сделать хорошо. И не корить себя. Да, не корить себя. Это мы постоянно в интернете видим, что успешный успех, все на Ламборгини, все в Дубае, на Мальдивах, все на Бали. Но это все неправда, да, то есть, это правда, но мы не видим то, сколько они сделали усилий, чтобы прийти к этому Ламборгини, да. То есть все же говорят, я за 1 день купил квартиру, или за 30 дней купил машину, за 5 дней заработал 1 миллион, да, так, очень часто такого мы видим сейчас в Инстаграме, такая реклама идет, но на самом деле мы не видим, что было до этого, да. На самом деле до этого он 3 года работал, где-то изучал, ночью не спал, и только потом в конце за 5 дней сделал эти деньги. Да? То есть нужно понимать, что все развиваются в своем темпе, у каждого есть свой темп для развития, и не нужно себя корить, и да, можно отдохнуть. Потому что потом появляется стресс, от стресса люди болеют, и становится еще хуже. Он себя корит, он еще в стрессе, и он еще болеет, еще хуже. У вас какая цель сейчас стоит на будущее? Хороший вопрос. Моя цель на будущее – это создать мировую онлайн-школу, да, мировую школу, которая будет также преподавать на английском языке, да, на английском языке, на русском языке, на казахском языке, без разницы, на любом языке, потому что я вижу формат, который всем заходит, да, которым нравится студентам. То, что есть небольшие видеоуроки, есть домашние задания, поддержка и так далее. Сейчас очень мало таких есть платформ, очень мало таких есть онлайн-школ, которые предлагают комплексно все эти вещи. Моя цель, чтобы мы обучили весь мир. Но, конечно, это все начинается с Казахстана, да. То есть мы должны сначала полностью покрыть Казахстан, обучить всех IT, чтобы все были айтишниками. Но я верю в это. Я верю, что Казахстан может быть новой столицей IT, да, как Силиконовая долина. Почему? Потому что мы в целом предрасположены к цифрам, да, к числам, к решению задач, каким-то логическим задачам, да. Нам это интересно. То есть у многих, если взять 100 человек с Казахстана, то больше половины будет заинтересована в цифрах, в задачках, им где-то в школе нравилась математика, да. Большинству нравится математика, на самом деле, в Казахстане. Я верю, что мы спокойно можем стать, как, допустим, та же самая Украина, где очень много IT-компаний, которые занимаются аутсорсингом каких-то задач с Америки, да. То есть мы тоже легко можем взять очень много задач
взять с Америки, и все в Казахстане, чтобы этим занимались. Даже в аулах, да, спокойно. Главное, чтобы интернет был хороший. Вот. Да, то есть цель, чтобы мы стали новой державой по IT, чтобы у нас в академике появилось очень много дополнительных курсов, да, не только в сфере анализа данных, но и в сфере, допустим, программирования, в сфере разработки. И чтобы наши студенты получали реальную пользу. То есть это не так, что курс ради курса, а чтобы курс решал какую-то проблему, чтобы курс давал им какую-то возможность, чтобы они в итоге после этого курса, чтобы они трудоустроились и реально работали. У нас, допустим, представьте себе, мы же создались 2 года, вот есть студенты, которые екі жыл бұрын уже курсты бітіріп, қазір уже екінші, үшінші жұмысын ауыстырып, уже крутой, тәжірибелі айтишник болып жатыр. Да, то есть это же круто. То есть они уже там круче, чем я. Я вообще там рядом с ними уже не стою рядом, да. Они развиваются очень сильно. Они получили знания, устроились в банк, потом с банка поменяли в другой банк, потом с банка, допустим, еще там в другую крутую компанию. А что будет через 5 лет? Они поменяют еще там 2-3 компании, уже могут открывать свои курсы, да, например. Так что я верю, что онлайн-школа это будущее, что уже вот это, что офлайн вот эти дополнительные образования, они не смогут конкурировать с онлайном, потому что людям удобнее все это смотреть на телефоне, на компьютере, с любого места. Миссия ваша сделать Казахстан державой, IT-державой, да? Да. Как вы сказали? IT Силиконовая долина. IT-державой, да. Сделать Казахстан IT-державой. Да. Я верю, что это очень легко, что вот реально любого человека можно взять в Казахстане и легко сделать из него IT-специалиста. Просто нужно немного времени, и чтобы также, наверное, с государства, чтобы тоже была поддержка, да, чтобы это было экологически развивалось. Угу. Насчет кибербезопасности что скажете? Насчет кибербезопасности тут я, наверное, знаю поменьше. Я тут не прям сильно силен, но я, когда работал в KPMG, у нас был отдел Cyber, кибербезопасность, который как раз-таки занимался именно такими вопросами, как аудит, там, где пен-тесты, penetration-тесты, да, где они проверяют, насколько система слабая, либо сильная, и в итоге дают отчет, где можно здесь поправить. Я думаю, что это вещь, вот кибербезопасность, это параллельно развивается с IT, да, то есть с аналитикой, с разработкой, потому что очень много разных проблем появляется, да, которые мы видели. То есть даже был подкаст вроде бы у Forbes, где они как раз-таки обсуждали с спикером про кибербезопасность, и оказывается, что там есть совершенно другой мир, о котором мы даже не знаем. Допустим, происходит война между Россией и Украиной, допустим, там как настоящая война, но есть еще за этой кулисой есть кибервойна, где они воюют между собой, взламывают там банковские счета, пытаются что-то сломать систему, да их там уронить какие-то крутые системы там в России либо в Украине. То есть это еще одна война, которую мы даже с вами не видим, мы даже этого не знаем, что там происходит, оказывается, дополнительно еще в мире IT тоже своя война. Я думаю, что это супер новая сфера, что там тоже можно очень сильно развиваться, что оказывается, что Казахстан в топе по кибербезопасности. У нас есть очень крутые ребята, кто в этом сильно хорошо шарят. Я думаю, что эта ниша очень будет сильно сейчас развиваться, тоже параллельно. То есть раньше было как анализ данных, data science, да, сейчас будет параллельно еще кибербезопасность очень сильно развиваться. Я думаю, что в ближайшее время, в ближайшие 5 лет, 5-10 лет. А вы в этой сфере хотите развиваться? Мне очень это интересно. Я вот поймал себя на мысли о том, что нужно посмотреть, как это вообще работает, да, посмотреть какие-то курсы, посмотреть какие-то подкасты. Просто немножко времени не хватает до этого дойти, но это очень интересно. Это очень классная, интересная ниша, куда можно развиваться. Кибербезопасность, потому что мы сами всегда с детства мечтаем о том, чтобы как-то кого-то взломать, Wi-Fi пароль узнать, да, эти вот детские вещи, но оказывается, там все намного серьезнее. То есть можно помогать крутым компаниям защищаться от каких-то вот кибератак.
То есть и даже есть такая вещь в Казахстане, если вы нашли уязвимость в компании какой-то, то вы можете получить деньги за это. То есть не надо ее взламывать, надо просто сообщить, что вот есть такая проблема, и вам выплатят деньги за то, что вы нашли эту ошибку. То есть классно. Жалпы бүгінгі подкасттың түйіні болсын. Жастарға қандай бір өзіңіздің кеңесіңізді айтасыз? Нужно просто учиться, заниматься только любимым делом, что приносит удовольствие. И если достаточно долго учиться и применять это все в практике, то, я думаю, все получится в любой нише. Будь это там бизнес, будь это наука, будь это, допустим, наемная работа, будь это там менеджмент, да, без разницы, любая ниша. Если постоянно развиваться, постоянно учиться, постоянно работать, не спать дома до обеда, да, и развиваться, то всегда все будет получаться. Я думаю, что да. Вот мой совет – всем учиться. Осымен бүгінгі біздің қысқа нұсқа болған подкастымыз, әңгіме сұхбатымыз тәмам. Жалпы жұртқа, қазақ халқына, жастарға пайдалы болды деген үміттеміз. Кездескенше қош, сау болыңыздар. Рахмет. Сау болыңыз.